Во второй половине XVI века начался процесс вхождения Башкирии в состав Московского царства, занявший полстолетия. Главным условием подданства было несение пограничной службы в обмен на неприкосновенность вотчинного права, свободу вероисповедания и сохранение внутреннего самоуправления края. Однако на практике, помимо главной обязанности по защите юго-восточных рубежей государства, автономная военная организация башкир часто привлекалась к участию во внешних войнах и походах русской армии. В каких кампаниях участвовали башкирские воины? Какие политические события их вызывали? И как сказалась военная служба на развитии башкирского общества? Рамиль Насибуллович Рахимов, кандидат исторических наук, доцент Башкирского государственного университета, автор монографии «На службе у Белого царя» и других работ. Одним из условий вхождения башкир в состав российского государства при Иване IV было то, что они обязаны нести военную службу. Это было очень важное условие, поскольку необходимо было закрывать юго-восточную границу России, а в то время войск у российского государства такого уровня, чтобы закрыть целую границу, не было. И, разумеется, граница еще была не обустроена. И, конечно же, это условие было одним из ключевых. Почему? Потому что за это государство давало башкирам вотчинное право на землю. Это очень большие уступки. Сохраняло религию и местное самоуправление. И, разумеется, вот эта задача, она была для башкир краеугольной. О том, как башкиры осуществляли пограничную службу, сохранились крупицы известий. Ясно, что граница с кочевой степью часто была условной, а вдоль нее не стояли полосатые столбы с натянутой колючей проволокой. Она терялась далеко на юге, в современных степях Казахстана, к северу от Аральского моря, где еще в XVIII веке располагались вотчинные угодья многих башкирских кланов. Здесь участок делился границей на определенные сектора, ну, какие-то дистанции, закрепленные за тем или иным родом. И туда приезжал либо Тархан, если он был, но не всегда он мог быть, либо Батырь, и батыри были. И с Батырем была группа людей, либо это были его родственники, либо люди с его рода, либо это были какие-то, значит, другие молодые люди, которые обучались военному делу. И они, по сути, перекрывали эту часть границы. Ну, каким образом? Это не означает, что они находились каждый там на расстоянии 500 метров друг от друга. То есть они прекрасно разбирались в этой местности. Эта же местность была, собственно, башкирская, она же принадлежала башкирам до еще, они же до Орала ходили. И они прекрасно знали, где есть проходы для кавалерии, где нет проходов, а нападал противник только кавалерийский, пешего противника там не могло быть. То есть где можно перегнать лошадей, где броды есть, где есть места, где можно скрыться. Всю эту местность они прекрасно знали. И они караулили в тех местах, ну так же, как, кстати, Белгородская засечная черта там при Иване IV там началась в XVII веке. То есть стояли на тех местах, которые были, ну, скажем, опасны для проникновения противной стороны, где можно было контролировать прохождение, скрытое прохождение конницы по оврагам каким-то, где броды есть и так далее. Река Урал, и тогда тоже была не везде проходима. И, соответственно, вот в этих местах они блокировали возможность переправки. Ну, либо были посты, которые сообщали большому отряду, находившимся на более лучшем месте, для того, чтобы лошадей надо было еще кормить, и самим как-то находиться лагерем, где большой отряд мог достичь этого места. То есть все это особые опасные места были знакомы, известны. На них будут, кстати, построены редуты, когда будут строить Оренбургскую линию. Границы была построена там же, где и башкиры знали. Вот здесь надо ставить редут, вот здесь надо ставить крепость, вот здесь надо ставить пикет, потому что вот с этого места все видно. То есть они разбирались. Вот таким образом они несли службу. Еще далеко не все башкирские кланы оформили свои отношения с правительством, получая каждый по отдельности грамоты на свои вотчины, как царь Иван IV призвал их на Ливонскую войну. Среди войск, участвовавших в 1563 году во взятии Полоцка, источники отмечают башкир. А с государем нашим были многих земель люди: мирзы казанские, астраханские, ногайские, и черкасские князи и мирзы, и городецкие князи и мирзы, и казаки, и мордва, и башкирды, и черемиса, и чуваши казанская, и немцы, и чухны, и латыши,
и пермичи, и вятчане. В начале 17 века Московское царство оказалось в ситуации политического коллапса. Наступило смутное время. Правительство в лице Василия Шуйского вновь обращается к башкирам за помощью. И те откликаются, хотя имели возможность не только проигнорировать призыв царя, но даже отложиться от центральной власти, которая фактически перестала существовать. Это наглядно показывает, что башкиры в тот момент рассматривали московский протекторат более перспективной идеей, чем поиск другого сюзерена или полная независимость. Несмотря на угрозу сохлынувших с востока калмыков, башкиры отправляют свои отряды в Астрахань. Но в России уже в это время смута шла, но вот нет войск, и надо в Астрахани собирать, и там собирается понизовая рать. То есть уфимские стрельцы и башкиры, и яицкие казаки. Они находились несколько лет там, несли пограничную службу в районе Астрахани. Затем вот уже идет смута, есть уже проблема, появляется Лжедмитрий II, и понизовую рать вызывают вверх по Волге для того, чтобы освободить Поволжье и волжские города, которые присягнули Лжедмитрию. Но здесь необходимо понимать, что это была сложная ситуация, и башкиры, вероятно, и русские уфимские стрельцы, они пытались разобраться вообще, против кого воюем и что творится. Василий Шуйский, конечно, может быть, был бы непопулярен, но он все-таки был русский царь. То есть он не был избран Земским собором, но его на Красной площади избрали, это все знали. То есть формально против него выступать было нельзя. А вот самозванец Лжедмитрий II, это был понятно, что человек, который говорит, что я чудесно спасся. Ну, что есть чудесно спасся, если с тобой представители других народов? Но самое главное, там была проблема. Крестят свою веру. Для русских это было невыносимо католичество. Для башкир, которые знали, что никто их веру не трогает, здесь русские цари, и Шуйский не требует их принять православие, а вдруг, если придут литовские люди, которые с Лжедмитрием, заставят их принять какую-то вообще веру непонятную, это было нарушение всех, так сказать, условий вхождения, и они воевали за того царя, который соблюдал те условия, по которым они вошли. Но религиозные идеалы в то время это и есть идеология. Это духовный мир людей. У них другого не было, они все были верующие люди в той или иной степени. И, разумеется, башкиры стояли на том, что мы за того царя, который ислам не отменяет, который не вмешивается в наши дела, а мы будем его защищать. Тем более его на Красной площади назвали царем. 2 декабря 1608 года понизовая рать во главе с нижегородским воеводой Андреем Алябьевым освободила от войск Лжедмитрия II город Балахну, во взятии которого участвовал башкирский отряд, а 10 декабря под селом Ворсмой разгромила крупные силы самозванца, о чем сообщают документы. Декабря в 10-й день воевода Андрей Семенович Алябьев, а с ним дворяне и дети боярские, и головы стрелецкие, и литва, и немцы, и казаки, и башкирцы, и всякие ратные люди ходили на воров к селу Ворсме, и, не доходя Ворсмы за 5 верст, воровских людей на 2 дорогах побили многих, а иных живых поймали и, побив, село Ворсму зажгли. С началом русско-польской войны 1609-1618 годов башкиры приняли участие в Первом и Втором народных ополчениях под командованием князей Трубецкого и Пожарского. Вот мы видим, что башкир привлекают к несению воинской службы не только на границе, но уже во внешних походах. Это понизовая рать, которая формировалась во времена смуты, и затем она приняла участие в боевых действиях смутного времени против Лжедмитрия II и освобождения Москвы в составе ополчения первого ополчения и второго ополчения Минина и Пожарского. То есть 2 ополчениях башкиры были. И воевали под Москвой, под Броницами и в самой Москве, и участвовали в ее освобождении. То есть, по сути, восстанавливали русскую государственность после смутного времени. И эта позиция о том, что башкиры могут участвовать в военных походах, а не только защищать границу, то есть дополнительно, использовалась государством во время
крымских походов на Крым, но здесь приглашались добровольцы, то есть желающие, те, кто мог, тарханы, за право получения тарханства, кто желал участвовать в крымских походах. И вот мы знаем, что в нескольких крымских походах участвовали башкиры. То есть этот факт зафиксирован документально. И, разумеется, такое же участие башкир было в Азовском походе. Это еще традиция 17 века, когда наш известный тархан Алдар Исикеев, Алдар Батыр, совершал свои подвиги и стал известен самому Петру Первому, то есть русскому царю в то время. Башкирский тархан Алдар Исикеев перед генеральным штурмом Азова принял дерзкий вызов брошенной русской армии и, выйдя на поединок, победил черкесского богатыря, выставленного турецкой стороной. Через 4 года, в 1700 году, Петр I начал Северную войну со Швецией, однако в первом же крупном сражении под Нарвой потерпел полное поражение. Положение на театре военных действий спасает кавалерийский корпус фельдмаршала Шереметьева, в состав которой вошел тысячный отряд башкир по низовой рати. Однако в 1704 году в Башкирии вспыхивает восстание под предводительством героя Азовского похода Алдара Исикеева. Шереметьев отзывается для защиты Казани, а вместе с ним и вверенные ему башкиры. В Башкирии вспыхнуло крупное восстание, которое было спровоцировано правительством. Это Ижорская канцелярия ввела абсолютно незаконные требования поборов и требования абсолютно дикие с позиции даже не то что религиозной, а культурной идентичности. Это нечто там было неожиданное. И для башкирами это рассматривалось как оскорбительное. Даже не в том, что была тяжесть поборов, не в том, что была какая-то сложность их платить. Проблема была в том, что они были просто оскорбительны. Но это была провокация. И, конечно, вспыхнуло мощное башкирское восстание, которое привело к тому, что с 1705 года башкиры участвовали в восстании. Но как только произошло первое замирение в 1708 году, то башкирам государство, которое вело Северную войну, обратилось, что надо воевать со шведами. И башкиры сказали, что это внутренние дела, это восстание, мы отставим свои требования, а внешняя политика – это другое дело, и мы обязаны участвовать в этом деле. И башкиры выделяют тысячную команду, которая в 1709 году идет к Петербургу, от Петербурга ее направляют под Ригу, и они участвуют в блокаде Риги. Не надо забывать, что в Риге в это время была чума. Но они это знали, они не бросили эту блокаду, то есть доблестно воевали всю осень, зиму. И в 1710 году, летом, когда блокада была снята, потому что Рига сдалась, то башкиры вернулись домой. Здесь выполнение своих обязательств, несмотря на то, что идет восстание. Восстание еще шло. После череды восстаний первой половины и середины XVIII века правительство взяло курс на подчинение башкирского общества путем его милитаризации, то есть перевода в служилое сословие, установления иерархической структуры организации и, главное, взятия в свои руки рычагов управления пограничной службой башкир, главной обязанностью народа перед короной. Когда формировалась Оренбургская линия, Неплюев, приехавший сюда, Иван Неплюев, он, присмотревшись к башкирам и пообщавшись с башкирскими старшинами, сделал очень важное умозаключение о том, что башкиры воинственный народ, воинственность эту надо привлечь на нашу сторону и объявить, что они несут теперь службу постоянно на Оренбургской линии, то есть сделать график. И действительно был введен такой график, что на летнюю службу столько-то человек. Есть документы, которые показывают, что где-то 60% войск на Оренбургской пограничной линии это были башкиры. Немного калмыки и мишари, но в основном башкиры. Где-то процентов, наверное, 30 это были казаки, оренбургские или уральские, разные части войск, ну, там пограничные батальоны, ну, регулярные части. Основная тяжесть несения пограничной службы на Оренбургской пограничной линии в 18 веке, 1, 3, 19 век это башкиры. То есть башкирские летом, башкирские команды, конные на Оренбургской линии, большей части ее закрывали. Казаков было не так много в то время еще, оренбургских. И регулярные части постепенно отводили на запад. Екатерина вела амбициозную внешнюю политику, войск не хватало. И нужны были регулярные части не на границе, а у нее там, против Польши, против Пруссии, против Турции. И вот Неплюев предложил ввести военную службу уже регулярную
летнюю и зимнюю, еще была зимняя служба. И, по сути, башкир привлекать и к походам, и, по сути, он предложил через вектор военной службы интегрировать башкир в имперские институты, а военная служба, конечно, интегрирует быстрее. Следствием этого стала реорганизация традиционных башкирских вооруженных формирований на европейский лад. Вместо прежней ордынской десятичной системы вводится полковая организация с соответствующим штатом чинов. И вот в 1757 году два полка, один башкирский и один ишарский, в своем новом качестве выступают на театр военных действий и участвуют в знаменитом сражении под Гросс-Игерсдорфом в Пруссии, где русская армия разгромила короля Фридриха II. В 1771 году 3000-й башкирский корпус участвовал в войне против польских конфедератов. Именно в преддверии этой кампании впервые в официальной переписке было использовано название «Башкирское войско» вместо архаизма «Башкирская орда». Даже поголовное участие башкир в разразившейся через 2 года пугачевщине не повлияло на подобное позиционирование. Начальник секретных комиссий генерал Павел Потемкин писал в своем воззвании: «Не гнусно ли для славного башкирского войска с разбойником и сущим злодеем Пугачевым иметь сообщение?» Двигаясь к намеченной цели по интеграции военной организации башкир в структуру империи, власти сделали следующий, очень важный шаг. В 3 башкирских полках, отправленных на войну против шведов на территорию Финляндии, впервые вводилась штатная единица полкового муллы. Что было с введением должности полкового муллы? Ну, дело в том, что империя предполагает наличие разных конфессий, мирное их существование ради общего принципа служения империи. И Россия в данном случае не пошла по пути притеснения каких-то религий, хотя вот попытки были, они вызвали башкирское восстание в 17 веке, но затем Екатерина, понимая имперскую идею, совершенно верно подметила предложение Дмитрия Мертвага о том, чтобы здесь создать духовное управление, магометанское духовное управление, и оно было создано. Как раз в преддверии, кстати, русско-шведской войны. Для того, чтобы мул обучались здесь, на местах, а не в Средней Азии, чтобы не попали там турецкие шпионы, боялись турецких шпионов, чтобы не было влияния религиозного другого. И здесь было создано духовное управление мусульман. По сути, то, что сейчас мы говорим духовное управление мусульман, это духовное магометанское собрание. Таким образом, учреждение в 1788 году Уфимского муфтията стало следствием длительного процесса интеграции Башкирии и ее традиционной военной организации в структуры Российской империи. Пугачевщина обнаружила слабость позиций государства в Башкирии. Поэтому смыслом введения в 1798 году кантонной системы управления было усиление контроля за башкирским обществом, который был подслащен запрещением горнозаводской колонизации края и гарантией вотчинного права башкир. Поэтому последние с воодушевлением приняли участие в войнах с Наполеоном. В Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813-14 годов приняло участие 20 башкирских полков, а также 2 мишарских и 2 тептярских. Вот эти наполеоновские войны, в которых они приняли участие, конечно, это была не просто война, она как война, это было движение разных культурных пространств, языковых. Когда они пришли на европейское пространство, Европы видели башкир, вот это какие-то азиаты, вот это российский Восток, то есть Европа познакомилась с российским Востоком. Но не будем забывать, там Гёте, да, описывал башкир, там приглашал их, с ними общался. Не будем забывать многие картины, нарисованные художниками западными, немецкими, французскими, английскими, которые все увлеклись башкирами, какие интересные вот типажи, кто это такие, воины откуда-то с дальних степей, мастерски владеют оружием, они музыкальны.
но, опять-таки, они миролюбивы, в быту-то там было все нормально с европейскими жителями. И, разумеется, это было проникновение Русского Востока, но, с другой стороны, и башкиры вернулись из этого похода, что могли сломать самого Наполеона. Наполеон дошел до Москвы, занял Кремль, а мы дошли до Парижа и наказали его. И в том числе мы, а башкиры шли впереди наступающих войск. Документы показывают, там 1-й полк, 9-й полк, там, команда 4-го полка, 13-14 год впереди. В 12 году отступление прикрывали 1-й башкирский полк, и 2-й башкирский полк воевал. То есть они все время были в бою, каждый день были в бою. И, получили награды, разумеется. Они интегрировались постепенно в тоже структуру империи. Почему? Потому что те, кто получал награды, получали чины. Некоторые получили офицерские чины, и получается личное дворянство. Кучербаева, например, да? Потом и другие. Потом многие получили ордена, а награждение орденом – это личное дворянство. И, соответственно, формируется сословие башкирского дворянства. Вот после русско-шведской войны первый был, а потом уже после наполеонских войн их появилось достаточно много. То есть появляются башкирские дворяне. Дворяне, добившиеся дворянства своим ратным трудом, а не просто так, не выслугой лет. Для воспроизводства башкирской элиты в Неплюевском кадетском корпусе в Оренбурге было открыто азиатское отделение для детей и офицеров башкиро-мещерякского войска. Выделялись вакансии в Казанском и Петербургском университетах, медицинском и иных институтах. Однако во второй половине XIX века пограничная линия сместилась на берега Сырдарьи. Поэтому в 1865 году башкирское войско было упразднено, несмотря на доблестное участие в недавних кампаниях. В русско-турецкой 1828-29 годов, Крымской войне, среднеазиатских походах. Этим был нарушен многовековой договор башкир с империей. Охрана рубежей в обмен на гарантию вотчинного права, которое правительство, правда, отменить не рискнуло. Однако конец XIX века ознаменовался массовым расхищением башкирских земель. Когда было упразднено войско в 1865 году окончательно, и башкиры были переведены в разряд сельских обывателей, то есть крестьян, но с сохранением вотчинного права на землю, а была затем введена всеобщая воинская повинность. Военная реформа 1874 года. Через 10 лет почти что. И вот по этой воинской повинности башкиры призывались в армию на общих основаниях. То есть считалось, что они интегрированы, они понимают, что такое воинская служба, что ее надо нести там 6 лет или 9 лет на флоте, что они будут, как обычные солдаты, матросы, а кто-то пойдет в военное училище, офицеры. Не все народы России, народы Сибири не призывались на военную службу. Народы Казахстана не призывался, народы Туркестана не призывались на военную службу. Они не воевали в составе Российской императорской армии и до этого времени, и потом. И здесь мы говорим о том, что вектор военной службы, который начался с самого начала, но способствовал консолидации народа и развивал этническое самосознание, затем он способствовал интеграции башкирского народа в структуру империи. И в конечном итоге он привел к тому, что башкиры были частью имперского пространства в том плане, что они несли службу в армии и флоте, и в гвардии на общих с русским населением основаниях. Это было очень важное достижение вот этого процесса. Ну и затем мы знаем, что из башкир были люди, которые не просто были в пехоте или в артиллерии. Там, например, нам известны имена башкир, там, Буракаев, например. Он был трюмным машинистом на крейсере «Варяг» и попал в плен в Японию, когда крейсер «Варяг» в бою был затоплен после боя. То есть трюмный машинист, это означает, что матрос Буракаев, он разбирался в арифметике, умел читать хорошо, знал устройство машин. Трюмный машинист обслуживает машины. Это башкир, и мы знаем его историю. И есть башкиры, которые служили в гвардии, а есть нам информация о башкирах, которые уже в годы Первой мировой войны служили в артиллерии, а некоторые были в русском экспедиционном корпусе. Один даже из близких потомков Салавата Юлаева был в гренадерском полку астраханском, потом в русском экспедиционном корпусе во Франции был. То есть нам эта история известна. Нам известны многие башкирские офицеры, получившие образование, учившиеся в академиях и воевавшие уже в годы Первой мировой войны. То есть это была не серая просто солдатская масса, это были люди, которые участвовали в военной службе уже в империи в конце 19-го, первой
значит, в начале 20 века на разных очень сложных местах, там, где их ставили служить. Вот что привело в конечном итоге. Воинская служба стала частью башкирского самосознания, она в фольклоре отражена очень хорошо. И воинская служба – это та структура, которая быстро смогла этнос включить в состав империи. Высокий уровень военной выучки, обусловленный службой, способствовал тому, что башкиры в 1918 году сумели в кратчайшие сроки сформировать свою национальную армию и вооруженной рукой защитить свою автономию, первую в составе Федеративной России.